Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы находимся на центральной площади города Ижевска. И приехали мы в Удмуртскую республику с двумя целями. Во-первых, рассказать об одном интересном производстве. А во-вторых, абсолютно бесплатно, от души подарить вам бизнес-идею, которой вы, дорогие друзья, можете воспользоваться. Погружаемся прямо сейчас. Поехали! Первой точкой нашего погружения стала производственная площадка – мастерская печей Романа Дементьева. Здесь идет непрерывный процесс создания дровяных печей под ключ. Покупая печь, вы приобретаете готовые решения для бизнеса в сфере общественного питания. Рядом со мной сейчас Александр Аляшев, который открыл бизнес благодаря печам, произведенным здесь, в Удмуртии. Называется его бизнес «Емелины перепечи». Александр, расскажите, как пришла идея? Здравствуйте. У меня идея пришла, когда мы гуляли с семьей по центральной площади и увидели, что там большая очередь за выпечкой какой-то. Подошли, стоит печка, пекут на живом огне и задумались над этим бизнесом. Ну, что-то меня все равно держало, но в итоге, когда мы решили увеличить численность нашей семьи, третьего ребенка завести, я подумал, что у меня заработка этого своего, который там на тот момент был, не хватит. На декретные, можно сказать, деньги мы купили печку и начали работать. Быстро окупилась эта печь? Она летом окупилась за 1 месяц. Ага. За один месяц работы печка окупилась. Слушай, смотрите, какой бизнес-проект, да? Можно даже приобрести печь и за месяц окупается и далее. Очень вкусно. Вкусно, как у бабушки. А сколько у вас уже сейчас печей по городу? И планируете ли вы расширяться? У меня сейчас 5 точек по городу. В некоторых по 2 печки стоит. Но планируем еще. Емелины печи – это целая кухня на колесах. Ведь в ней и варят, и коптят, и выпекают. Сегодня в Ижевске любое уважающее себя кафе и ресторан имеют собственную печь, ведь блюда, приготовленные в печи, полюбились и жителям, и гостям города. Для выездных мероприятий можно приобрести печи на прицепе. А если хотите создать уют домашнего очага, то приобретайте стационарную печь. Основатель компании «Емелины печи» сейчас рядом со мной, Роман Дементьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как пришла вам идея такого интересного производства? Давным-давно, лет 12 назад, мы поставили на центральной площади, примерно в это же время, в декабре, мы поставили первую печь. Приехали с района печники, поставили нам ее. И мы начали прямо в центре Ижевска, прямо на центральной площади готовить перепечи. И вы не поверите, очереди были, ну не то чтобы километровые, но метров 50-70, то были они, эти очереди. И люди из разных городов начали спрашивать, а можно ли привезти такую печь к нам тоже на какой-нибудь праздник? И начали производство. Вначале мы начали делать печи на прицепах. Мы их до сих пор делаем. Они пользуются большим спросом, особенно в Татарстане. Да. А потом начали делать вот такие вот стационарные печи для частного пользования, ну и для бизнеса тоже. То есть устанавливают в ресторанах. А вот мне интересно особенность этих печей. То есть вот условно в древности, да, у нас были печи из чего сделаны? Из глины, из камней и так далее. Из чего вы делаете свои печи и в чем их фишка? Я думаю, что вы как производитель заложили в этом какую-то свою особую философию. Для нас очень важно, чтобы печь доехала в целости и сохранности до клиента. То есть мы находимся в Ижевске, у нас бывают заказы в Калининграде, в Владивостоке, в Крым везем печь, да, и важно, чтобы она, не разрушилась. Поэтому вот у нас основание металлическое, крепкое, самое главное – это в любом деле фундамент, да, то есть у нас крепкое основание. Дальше идет шамотный камень. Это тоже очень важно, потому что в печи готовят в чугунной посуде. Она тяжелая, постоянно идет разрушение. Если мягкий материал, то идет разрушение. Здесь у нас все продумано. Задняя стенка каменная, стенка, которая разделяет отсеки печи, тоже каменная, потому что тоже слабое место. А дальше самая хитрая схема – это
цельнозаливная капсула. Она армированная, то есть она не из кусочков состоит, а именно она у нас цельнозаливная получается. За счет этого печь при доставке не рушится и доезжает до клиентов в целости и сохранности. Приобрел печь месяц назад для того, чтобы готовить, приглашать друзей, собираться с семьей. Но так как у меня стандартные обычные печи, которые складываются, не вмещаются, мало места, соответственно, я выбрал наилучший вариант для себя по качеству, по размерам. В целом меня все устроило, и цена, соответственно. Семья, конечно же, были удивлены моей покупкой, но поддержали, так как они тоже любят вкусно покушать. Емельные печи для меня это душа. Вот, то есть, когда мы отправляем печь, особенно для частного пользования, я радуюсь, потому что знаю, что печь это центр притяжения. Люди будут встречаться с семьями, с родственниками, с друзьями за столом. Печь она объединяет. И будут готовить что-то там, общаться при этом. Это для меня центр единения. То есть печка это семья. Это очаг, это основа, это, как старая русская пословица, пляшем от печки, то есть все идет от печки. Печка всегда стояла в центре дома, поэтому для меня печь это сердце. Вот. Ну и на этой прекрасной ноте я завершаю нашу программу. Спасибо вам, Роман, за такую интересную экскурсию, за такое погружение не только в ваше производство, но и даже отчасти какую-то удмуртскую культуру, можно сказать. Вот, дорогие друзья, все ссылки я оставляю здесь. Подписывайтесь на наши каналы, пользуйтесь контактами, которые мы тоже оставляем. Пока-пока, увидимся.